Возлюбленные Господом, братья и сестры, читая послание апостола Павла Колоссянам, 3 глава, я ее сегодня буду читать нам в назидание. Апостол Павел с самых первых стихов ставит нам нелегкую задачу. Он говорит так: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Иисус Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном». Казалось бы, понятные вещи, говорит апостол Павел, но непростые для исполнения. Вообще весь закон для христианина, и это мое мнение, делится на две части, которые легко исполнить и которые исполнить сложно. Для меня лично, как, наверное, для любого человека, проще всего исполнить физический закон, физических его действиях. Тут вроде как все понятно, вот написано: не убивай, не прелюбодействуй, не произноси ложного на брата своего, чти субботу. Это те действия, которые открываются сразу, это те действия, которые видит не только Бог в нас, а видит и человек. Не пришел человек в субботу без причины, не чтит Господа, не чтит субботу. Дальше и говорить не о чем, не убивай, это все преступления земные. Но как думать о горнем помышлять, а не о земном? Непростые вроде как слова, как это помышлять. Ведь если человеку о чем-то помышлять, о чем-то размышлять, ему нужно до этого с этим столкнуться. И человек, если не будет об этом ничего знать, если человек как минимум не дойдет до этих слов, прочитая всю Библию, весь закон, то человеку, наверное, и не стоит об этом как-то и говорить. Чтобы помышлять, нужны знания. Нужно чтение закона Господня. Где брать, мы, конечно же, понимаем, у нас один источник, другого нет, это Библия. И эти знания человек может воспользоваться по-разному. Может принять, может и оттолкнуть. Господь через Иосию говорит: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну от тебя священнодействие предо мною. Как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Казалось бы, вот человеку дан закон, дано Писание. На то время это все сложнее, на наше время это всего лишь одна книга, которую нужно прочесть и принять к исполнению. Но Господь говорит так: за недостаток, за то, что человек отложил эти знания, отложил это изучение, познание, Господь за это спросит. Господь спросит, но Господь зовет всех за собою. И для Господа написано так в книге Иезекииля, что Господь не хочет смерти грешников, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Все говорят об этом, и Иезекииль говорит об этом, чтобы человек обратился от прошлых своих каких-то преступлений, от злых путей, как написано. Зачем вам умирать, дом Израилев? Израилев дом можно сейчас поменять на все человечество с приходом Иисуса Христа. Это все открыто, и уже не только для Израиля, а для всех нас. Господь в этой главе, в Иезекииля, 33 главе, говорит о двух вариантах. О двух вариантах развития события в конце пути. Говорит о человеке праведном, который споткнется в конце пути и будет за это наказан. И говорит, что эти дела никак не оправдают его. Те прошлые дела никак не оправдают человека в день посещения, в день, когда Господь спросит. Это противоположная ситуация той, когда Иисус Христос уже перед своей физической смертью прощает того преступника, который покаялся. Знаете, эти слова могут ввести многие, как говорится, неокрепшие умы в заблуждение. Человек может понадеяться на эти слова так, что времени еще много, что вот перед самой смертью можно будет покаяться перед Иисусом Христом и попасть, так как этот преступник. Конечно же, такое мое мнение, что вряд ли уже будет, и этот случай нам дан для понимания, что Господь Иисус Христос всемогущий, любящий и видящий сердца. Какой будет мое в сердце день посещения, никто не знает. И когда этот будет день посещения, тоже никто не знает. Также вторая эта ситуация
Вторая ситуация, здесь описано, что тот человек, который делал беззаконие, и в день обращения беззакония своего он покается, то Господь простит его. Знаете, вот эти два стиха, вот эти два места, когда человек жил грешно и в день посещения исправился, и Господь простил. И второе место, когда Иисус Христос простил уже этого человека. Знаете, тяжело читать людям, так скажем, еще не сильным в вере, дабы не отбить у них это желание, дабы не привить им это понимание, что время еще есть. Я, конечно же, таким людям и себе в первую очередь, я бы, наверное, читал книгу Иезекииля, 3 главу. Только недавно о ней вспоминали, что это та глава, где Ездра, это та глава, где Ездра постоянно интересуется о судьбе Израиля, о своей судьбе, вообще в целом о мире говорит. И постоянно спрашивает у ангела, у Господа, и Господь посылает ангела, и ангел ему отвечает. Ездра постится и задает вопросы, и Господь посылает ангела, ангел ему отвечает. И дальше тоже Ездра заходит все дальше и дальше и дальше. И ангел говорит, чем больше ты будешь знать, тем больше ты будешь удивляться, Ездра. Так оно на самом деле и есть. Но как мы знаем, что и ангелы тоже не все знают. Когда Ездра спрашивает о времени, которого мало было на тот момент, и Ездра не понимал, и спрашивал, что доживу ли я до этих дней. Ведь ангел говорил так убедительно, да, мы все помним этот стих, что говорит, вот как будто бы огонь, и вот уже какой-то остался дым от него, как будто бы дождь прошел, капля на стекле. Это довольно-таки убедительно, и в голове Ездры закралась эта мысль, это что вот это сейчас уже произойдет скоро, что это будет при моей жизни. Ездра говорил, что будет со мною. Ангел говорит, о жизни твоей я не послан говорить с тобою, да и не знаю. Планов на Ездру этот ангел, который послал Господь, не знал, но остальное, в принципе, он ему объяснял. Дальше ангел говорит, об этих знамениях мне дозволено сказать, а другие знамения не дозволено. То есть Господь посылает и что-то открывает Ездре через ангела, что-то не открывает, а что-то даже ангел и не знает. Но в любом случае эта глава нас учит о том, что времени совсем мало. С того времени уже прошло 2000 лет примерно, и в принципе ничего не поменялось. И вот уже сейчас, сколько лет прошло, и сейчас у нас 2025 год, а эти события, да, прошли 2000 лет назад, и в принципе ничего не меняется. Вот только вчера мы слышали призыв пресвитера о чтении Евангелия. Осталось совсем немного времени, 6 недель, мы знаем, до этого дня воспоминания смерти Господней, дабы такой призыв, дабы человек вникал в это Евангелие, дабы человек проникся и осознал этот путь Иисуса Христа еще раз и еще раз. Казалось бы, мы знаем хорошо этот путь, но, как показывает практика, человек немножко остывает, охладевает, и эти знания, конечно же, нужно все время подкреплять. С каждым чтением Евангелия что-то новое все равно в человеке открывается из года в год. И ничего не меняется с тех времен, как и вчера этот призыв от пресвитера, так и тогда призыв от пророков, тогда призыв от Иезекииля того же, который говорил, что нужно меняться, нужно вникать. И сейчас апостол Павел говорит, что нужно вникать. Сколько апостол Павел говорит об этом? Говорит во всех своих посланиях, что человеку нужно меняться, что человеку нужно вникать в себя и в учение, подражать мне, говорит апостол Павел, как я подражал Христу. Ведь апостол Павел был научен Христом непосредственно, напрямую, не так, как, конечно же, апостолы, те 12, но все равно. Да, тяжело, да, трудно, но апостол говорит в этой 3 главе слово такое: «Слово Христово да вселится в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте, вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями». Так мы сегодня и делаем, так сегодня призывает апостол Павел сегодня и всегда. И что хотелось еще сказать, что
Апостол Павел говорит, поменяйтесь, станьте новыми людьми, и прочитайте это, поймите, исполните все, что говорит апостол Павел, это все те учения Иисуса Христа, которые передаются апостолом Павлом, и тогда вы поймете, как помышлять об этом горнем, как помышлять больше о горнем, нежели о земном, чтобы человек вникал, что будет в конце, что будет напоследок, какой будет суд и какой будет спрос человека. И дальше, неспроста после этих слов, апостол Павел говорит, меняйтесь. Меняйтесь, и тогда вы поймете, что такое думать. Сегодня, как и обычно, мы поем 129-й псалом, где написано, «Да будут уши твои внимательны», да, мы поем, «голосу умоления моего». Сегодня мы просим у Господа, чтобы Он слышал нас, чтобы Он слышал молитвы наши. Мы поем этот псалом, так и Господь сегодня хочет, чтобы это Слово Христово вселилось в нас обильно, как учит нас апостол Павел. И встанем на наши ноги, я буду читать нам в назидание эту 3 главу послания Колоссянам. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно. Если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому и вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него в Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Аминь. Теперь 104-й псалом. Славьте Господа, призывайте имя Его, посвящайте в народ, называйте. Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте.
нашего назидания я хотел бы прочитать послание к римлянам, 8 главу. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грехи осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущих в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все водимые Духом Божиим суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние времена страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете, не добровольно, но по воле покорившего ее надежде. Что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что всякая тварь совокупно стенает и мучается до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде, надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас, воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердце знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас.
Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченным на заклание. Но все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Аминь. Мы будем петь 46-й псалом. «Восхлещите руками все народы».
Господа Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет